Борьба тьмы и света происходит постоянно, с переменным успехом. Об этом мы говорили в начале программы. У меня в руках замечательная книга. Она называется «Смерть экспертизы». Ее автор – американский ученый и политолог Том Николс. Перевод названия не слишком удачный. Скорее, книга называется «Смерть экспертного знания». И вот тут замечательный подзаголовок. Как интернет убивает знания. И вот уже в предисловии мы читаем очень верные слова. Сегодня меня особенно поражает не то, что люди отмахиваются от мнения экспертов, а то, что они делают это так часто, в самых разных ситуациях и с таким гневом. Это не столько недоверие, вопрос или поиск альтернатив, сколько нарциссизм в сочетании с презрением к чужой компетентности, то есть своего рода попытка самоутверждения. Каждый из нас не только якобы так же умен, как любой другой, мы все считаем, что мы самые умные люди на Земле. И никогда еще мы не ошибались так сильно. Пандемия коронавируса десятикратно обострила эти проблемы. Наука еще только начала делать первые шаги в изучении этой болезни, а у нас появилось огромное количество ковид-диссидентов, невежественных графоманов, простите за выражение, лекарей-ведьмаков, якобы обладающих неким особым знанием. Смертоносный вирус вывел наружу не только героизм, самопожертвование, гуманизм тысяч людей, но и самые темные стороны души наших соотечественников. Мракобесие, агрессивное глухое невежество заполнили интернет. И тут и там прорываются наружу. Характерный пример мы могли наблюдать на этой неделе на круглом столе в Общественной палате в Казани. Круглый стол был посвящен вакцинации. Были приглашены, не побоюсь этого слова, светила российской науки, работающие в Казани. Теоретики и практики медицины, эпидемиологи, микробиологи, доктора наук. Но мероприятие было фактически сорвано группой агрессивных противников вакцинации, которые устроили истеричный шабаш на важном и нужном мероприятии, опустив разговор на уровень ниже плинтуса. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.